Возродить животноводство в Ингушетии и тем самым увеличить рентабельность ГУПов. Такую задачу поставили власти республики перед региональным Минсельхозом. Так, первая партия крупнорогатого скота поступила в регион в конце 2020 года. Около 100 бычков закупило и руководство ГУПа Алханчурский. Вот они все в этом загоне. Уже через полгода мясная продукция этой скотины будет доступна жителям республики. Эти бычки нескольких пород перекочевали в Ингушетию из Волгоградской области. За месяц животные прошли акклиматизацию и привыкли к местным погодным условиям. Поголовье сейчас на карантине, и оно привито от опасных болезней. Данное поголовье, молодняк крупного рогатого скота, завезен в декабре месяце. Было планировано завести его и раньше, но не получилось в этом году. Думаем, поставили на откорм. Сейчас этот скот стоит на карантине. После карантина этот скот будет переведен. У нас есть балки, есть помещение. Там уже полностью очистили, сделали все, что положено. 2 недели пройдет, еще мы перейдем. Больной скот на месте отобьем, здоровый будем перегонять. Бычки исключительно мясной породы, ведь разводят их именно для этого направления животноводства. Этот молодняк будет примерно весить не менее 400 килограммов в момент убоя. И выход у него будет не менее, наверное, я думаю, так, процентов 48-50. Потому что это молоднячок, отличный молодняк. Алханчурское – одно из сельхозпредприятий республики, которое занимается еще и растениеводством. В ведении ГУПа более 4000 гектаров пахотных земель. Именно оттуда и берутся корма для животных. Ничего покупать не надо, все свое. Все корма, которые мы здесь видим, они заготовлены в этом хозяйстве. Это практически дичевые корма. В прошлом году по итогам уборки мы заготовили корма, и вот результат мы завезли вот эти 100 голов. Это первый этап. Сейчас посмотрим, какой результат, но первые результаты уже обнадеживают. Стоит. Это первый этап. Будем потихоньку где-то к маю или до конца лета. Вот обычно скот реализует июль-август после отбивки. Цены тогда более дешевые. Оптимальный выбор есть. Всего ГУПы республики закупили 320 голов крупнорогатого скота. 3 предприятия – Магаз, Алханчурское и Малгобекское – приобрели по 100 бычков. 20 голов – Беркат. По данным Минсельхоза Ингушетии, за 2020 год сельхозпроизводители республики обеспечили около 8 тысяч тонн мясной продукции. При годовой потребности 32 тысячи. Не будем уточнять, как доводились цифры до необходимых, но возникает вопрос, почему производители не хотят заняться этой отраслью и начинают двигаться только после того, как им сделают замечание. Если есть зерно, есть свое сено, солома, почему нет, что ГУПы сдерживают? Были годы, когда нам выгоднее было продавать зерно, сено. Было выгоднее, потому что цены на мясо, на молоко были очень низкие. Основная причина вот это. Сегодня вот экономическая ситуация такая, что молоко мы сами знаем, какие цены. Мясо уже за 300 рублей перевалило. Сегодня есть, как можно сказать, экономический стимул это делать. О возрождении животноводства в республике не раз говорил глава региона. Махмуд Али Калиматов дал указание в течение нескольких лет увеличить поголовье скота и как минимум обеспечить республику необходимым количеством мясной продукции. У региона есть все необходимые для этого условия, начиная с опыта прошлых лет и заканчивая идеальными климатическими и погодными условиями. 10 кошар, коровники, пустые. ГУПы говорили, вот они там все в убытке. Поставили вопрос, что будем расформировать. Заработали. И на сегодняшний день я вам скажу, что 5000 овец. К маю месяца 10 тысяч овец уже. Все кошары заполним. Более 300 КРС закупили. А так 10 лет стояли. Пока крупнорогатый скот на карантине, мелкорогатый в поисках пропитания на пастбищах. Это стадо на склонах Терского хребта близ Малгобека. ГУП «Зори Кавказа» месяц назад закупил около 500 голов овец. Тем самым довел общее количество до 1650. Мы закупили 500 голов овец, из Дагестана завезли числа 20 декабря. Завести до этого. Полностью обработку сделали по ветеринарной части.
Ну вообще в идеале сейчас они должны были быть в загонах, да, ну потому что... Ну, мы выгнали, потому что зима теплая, да? двухнедельный карантин у них был полностью стояли. Сейчас мы потихоньку выгоняем на пастбище. Всего за последний месяц гупы республики закупили более 3000 голов мелкорогатого скота. А это стадо содержится в одной из 4 кошар предприятия, недалеко от Малгобека. Здесь же заготовленные корма. У вас 4 кошары, правильно? Да. Насколько они сейчас заполнены? Полностью заполнен. После Да, поставки да. этих или до этого? До этого вот эта кошара специально для овец мы завели. А так полностью 4 кошара полные у нас. Всего в ведении 4 гупов республики 10 таких кошар. Они построены в 2011 году в рамках федеральной целевой программы. И до недавнего времени большая часть из них просто пустовала. То есть прибыли от них практически не было. А потраченные на это федеральные средства никакой отдачи не приносили, пока за вопрос не взялся лично глава региона. По его указанию в течение года поголовье планируют увеличить в несколько раз. Стимул есть, задачи руководством республики тоже поставлены. Нужно только желание и труд. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев. Новости 24.